Всем привет! Меня зовут Дарья Сара, и я возглавляю телеканал ЭТВ+. Телевидение– это командная работа. На телеканале ЭТВ+, работает более 100 человек, и я хочу, чтобы вы с ними познакомились. Любая передача на телевидении – это совместный труд разных специалистов. Чтобы в прямом эфире все прошло без сучка и задоринки, план передачи и студию готовят заранее. Первым в нее заходит мастер по свету. Его задача сделать так, чтобы декорации, ведущие и гости выглядели яркими, живыми и красивыми. Осветитель или мастер по свету, он рисует светом картинку, которую видит камера. И поэтому самое важное вырисовать вот эти вот тени, которые потом зритель воспринимает, и они действуют по-разному. То есть они создают атмосферу, они создают вид, они создают эмоцию, они создают общий вот этот вот коллаж всех совместных визуалей, которые хочет режиссер, который хочет оператор, который хочет редактор. Герман – мастер с большим опытом. Он уверяет, стать хорошим осветителем поможет очень распространенное теперь хобби. Наиболее важно, наверное, заниматься до этого фотографией или чем-либо таким, чтобы начать чувствовать свет, то есть его качество, как он отражается, как он преломляется, как это можно потом будет использовать для создания, как я уже раньше говорил, эмоций. И также нужно разбираться в технике и электронике. Впрочем, сколько бы вы ни искали, найти специальность осветитель в вузах и техникумах Эстонии не получится, но это совсем не проблема. В Эстонии на осветителей отдельно обучения нету, то есть, но в этом и плюс. Если вы хотите стать осветителем, то вы параллельно становитесь так или иначе оператором, потому что вам нужно идти. Я учился в политехнике на телеоператора 4 ранга, и также, возможно, в Балтийской школе медиа и кино фильмов изучать, учиться на кинооператора. И параллельно, естественно, это входит в обязанности каждого профессионального оператора знать все о свете, то есть он может работать осветителем параллельно. Осветитель обязательно советуется с оператором, ведь именно с его помощью, глазом его камеры, режиссер, а потом и зрители видят телевизионную картинку. Операторское искусство начинается с хорошего знания техники. Владеть техникой важно для оператора, просто ладить даже с ней очень важно, потому что есть люди, которые вроде бы смышленые и все такое, но вот подходят к технике, и она выходит из строя. Вот магия, но бывает такое. В прямом эфире оператор должен быстро соображать, внимательно слушать команды режиссера и быстро их выполнять. Но сложнее всего работать на выезде, на съемках сюжета. Ну, в студии, в принципе, уже есть сценарий готовый, и мы идем по сценарию продуманному. В сюжете ты выезжаешь на место, ты не знаешь, какая локация, ты должен все придумывать, реагировать очень быстро. А зам профессии Вадим учился в студии Мекс-Видео у Игоря и Марины Глазистовых. Потом я поступил в Балтийскую киношколу, отучился, закончил ее, и вот я, можно сказать, на телевидении. Помимо этого, я, конечно же, ездил на разные обмены по опыту, и учился, проходил практику в Америке, в Исландии, побывал в Европе, в Берлине, на разных кинофестивалях. Но телевидение – это не только красивая картинка, это еще и звук. Голоса, шумы, музыка, их владыка и укротитель – звукорежиссер. Звук – это очень красивое физическое явление, которое испортить очень просто. И наша задача здесь – сохранить его в виде электронных импульсов и отправить зрителям домой, донести его до слушателя. Для Петра работа со звуком – это больше, чем профессия и ремесло. Это искусство. Кроме знания физики, навыков обращения со сложной техникой и умения выбрать и правильно установить нужный микрофон, для него очень важно любить звук и его высшую реализацию для человека – музыку. Если ты не любишь музыку, как ты сможешь сделать здесь, в студии, музыкальную группу, свести звучание музыкальных инструментов вместе таким образом, чтобы дома это воспринималось так, как будто бы музыкант играет перед тобой вживую. Это очень тяжело. И, конечно же, помогают вузы, и у нас это Балтийская школа кино и медиа, в которой есть обучение по специальности звукорежиссуры, это Вилендисская академия культуры, это
Академия музыки и театра Таллинская, в которой тоже есть направление обучения звукорежиссуры на разных уровнях, как на уровне бакалавриата, так и на уровне магистратуры. Звук есть, картинка есть, казалось бы, все, но ни одна телепередача не может существовать без ведущих. Это не просто радушные хозяева студии и мастера интересной беседы. Их главный инструмент – их речь. Намели мы лимана, нали мы ловили для меня, вы ловили линя, любви не меняли, вы мило молили, вдаль лимана тумана, манили меня. Елена честно признается, у нее нет профессионального журналистского образования. По ее авторитетному мнению, теория – это всегда хорошо, но реальный опыт работы ничто не заменит. Профессии ведущего можно научиться только с помощью практики. Но Андрей преподает, я знаю, преподавал в университете журналистику, так что, возможно, у него есть другое мнение на этот счет, но мне кажется, что именно прямой эфир, именно запись на камеру, в принципе, дает тебе какие-то навыки, которые ты можешь потом использовать уже. Самые важные качества для ведущего? Не бояться камеры. А гостей? Гостей? Нет, обычно гости боятся ведущих. Ну, кстати говоря, одно из качеств ведущего – это и разговорить гостей, и настроить их на определенный лад, чтобы они чувствовали себя более-менее естественно в студии или перед камерой. Андрей, посмотри в камеру, пожалуйста, чтобы было понятно. Зрители всегда думают, что самые важные люди в эфире – это ведущие, но на самом деле и ведущими, и операторами, и даже работой звуковика руководит режиссер передачи. Он дает в эфир нужную картинку с нужной камеры, командует, когда нужно запускать сюжеты, музыкальные клипы или начинать интервью. Ты ведешь всю команду, и ты должен очень четко распоряжаться и давать команды. Вот. Ты должен быть уверен, что ты делаешь правильный шаг. Ну или даже, что если ты не делаешь неправильный шаг, то члены твоей команды тебе помогут или подскажут, как это сделать правильно. Нужно иметь такой холодный, стойкий нерв, потому что эфир, он в этом смысле, прямой эфир, он довольно непредсказуем, бывает порой, и надо быть готовым ко всем неожиданностям и встречать их с такой спокойно. То есть если начинаешь сильно нервничать и переживать, то и допускаешь ошибки. Профессия Ивана одновременно сложна и интересна тем, что нужно понимать специфику работы всех членов эфирной бригады, знать возможности и умения каждого, от ведущего до звукорежиссера. Я учился в Балтийской школе медиа и кино на факультете аудиовизуальной медии. Этот факультет довольно уникален в том смысле, что ты можешь себя попробовать в очень разных ролях во время всего обучения. То есть ты можешь побыть и в шкуре ведущего, и режиссера, и оператора, и осветителя, и звукорежиссера. И это дает тебе очень большую такую панораму вообще, что возможно в телевидении. И ты начинаешь... и ты в конце концов можешь определиться, что для тебя наиболее интересно. Режиссер действует строго по плану передачи, а составляет его шеф-редактор. Именно он определяет, каких гостей позвать и на какую тему с ними говорить, чтобы шоу было интересным и актуальным, какие нужны сюжеты, какая музыка и сколько нужно времени отвести на каждую часть передачи. Телевидение, в числе прочего, это еще и точный и четкий математический расчет, потому что все мы рассчитываем по минуте, как вы видите здесь. И утром главная моя задача – это сделать так, чтобы ведущие были уверены в себе и знали, что зачем следует, гости, что были тоже довольны и счастливы. У хорошего редактора должны быть математические мозги. Он должен хорошо все просчитывать. Здесь, конечно же, пригодится журналистское образование или же диплом по социологии, политологии и экономике. И потом магистратура уже журналистская. Какая-то подготовка журналистская тоже желательно должна быть. Филологическая подготовка тоже. Буквально один вопрос, и сразу же включаем. И, конечно же, телевидение невозможно представить себе без репортеров и корреспондентов. Хороший корреспондент или репортер должен быть готов выехать на съемки 24 часа в сутки. Вот у меня, например, всегда собран рюкзак с вещами, сменой белья и едой, на всякий случай. Также хороший репортер должен разбираться в каждой из возможных тем, от обороны и внешней политики до социалки.
Одно из важнейших качеств для хорошего репортера – это расторопность, умение быстро написать текст, умение быстро разобраться в ситуации, быстро задать вопрос. Второе важнейшее умение репортера – это работа с оператором. Именно его глазами зритель увидит ваш репортаж. Поэтому вам с оператором всегда важно договариваться, кого снимаем, как и почему. Важно понимать, что жанр телерепортажа – это не газетная статья. Он живет и делается по своим законам. Это текст, который живет вместе с картинкой и комментирует ее. Но в то же время хорошее гуманитарное образование и знание классических текстов поможет вам стать хорошим телерепортером. После того, как оператор снял интересную историю, репортер написал текст, шеф-редактор его одобрил и запланировал в эфир, в дело вступает монтажер. Ему приносят отснятый материал, на телевизионном сленге исходники. Автор озвучивает текст и начинается монтаж. Как конструктор Лего, нужно сложить картинку в один большой замок, чтобы он красиво смотрелся. Для телевизионного монтажа нужно изучать профессиональные программы, такие как Avid Media Composer, вот как на фоне открыт. И для него нужно знать определенные знания в видеомонтаже, видеокодеках и тому подобное. Научиться этому можно у нас в БФМ, преподают этой специальности, но я обучался еще с 12 лет, когда начал делать свои мини-блоги, обучался на ютубе, так сказать. Потом начал изучать уже подробно профессиональные программы, перешел на более серьезный видеомонтаж и постепенно, год за годом накапливал опыт, набирал знания, обучался вот у нашего режиссера Ивана. Очень талантливый человек. И вот до сюда дошел таким образом. Иван особо подчеркивает, ремесло монтажера – это не только знания, но и очень быстрые руки. На летнем времени, вот уже 5 минут до эфира, сидишь, готовишься, уже поставил все титры, рассортировал, все видео, серверы поставил, и тут звонит тебе редактор. Нужно еще один монтаж, срочно, 5 минут до эфира, давай быстрее, видео, срочно новость, давай. И тут ты бежишь на всех ногах в монтажку, садишься за компьютер, ничего не понимаешь, быстро делаешь все визуально, заливаешь на сервер, и такое-то часто бывает. Телевидение – это большая кропотливая творческая работа, но любая съемка, передача или запись начинается с тщательного планирования. У каждого проекта есть свой бюджет, для каждого проекта нужно найти и заказать специальную технику. Этим занимается особенный человек – исполнительный продюсер. Его задача организовать весь съемочный процесс от начала и до конца, то есть от идеи до эфира. То есть это получается, надо собрать команду, которая будет заниматься проектом, то есть ведущих подобрать, режиссера, операторов, технический персонал. Надо заказать всю необходимую технику, заказать камеры, заказать свет, заказать звук. Надо договориться, где будет сниматься какая-то передача, да, то есть там это в студии будет, или это будет вне телецентра, в каком-то там, например, торговом центре, или в конференц-зале, или в каком-нибудь кафе. Также надо обязательно следить за графиком, то есть чтобы все этапы подготовки к эфиру, они происходили вовремя, чтобы когда наступит день эфира, все работы подготовительные были выполнены. Также продюсер занимается промо какого-то конкретного проекта, то есть как потенциальная аудитория узнает, что такая передача будет. Надо организовать рекламу, надо, может быть, заказать какие-то промо-ролики, афиши и так далее. И также продюсер занимается юридической стороной вопроса, оформляет какие-то договора с работниками, может быть, лицензии какие-то заказывает, авторскими занимается, потому что мы платим музыкантам за использованную музыку. И также продюсер занимается финансовой стороной вопроса, то есть он должен следить за бюджетом. В разных вузах уже давно появились учебные курсы, и даже можно получить диплом, где будет написано, что вы продюсер. Но реальные знания и опыт, они приходят уже на работе, когда ты реально начинаешь делать, встречаешься с проблемами какими-то и начинаешь их решать. Вот тогда приходят настоящие знания, которые тебе пригодятся в жизни. Сравнительно недавно на телевидении появилась еще одна профессия – редактор социальных медиа. Он адаптирует телевизионный контент для размещения в социальных сетях, например, в том же Фейсбуке, ставит ссылки на статьи, передачи или сюжеты, размещает анонсы, чтобы привлечь аудиторию и прийти к зрителю самым удобным для него способом.
Например, мы ведем прямые трансляции программ телеканала в Фейсбуке, поскольку Facebook является самой популярной социальной сетью в Эстонии. И, например, вечерний эфир – это довольно популярная штука. Вечерний эфир про фитнес с одним из известных эстонских тренеров посмотрели больше 6 тысяч человек. То есть это, в принципе, сопоставимо и с телевизионными рейтингами. Если вы работаете на русскоязычном телеканале, на русскоязычном ресурсе, нужно изучать русский язык. Это очень важно, хороший русский язык, потому что для любого пользователя самая главная мотивация – это заметить какую-нибудь ошибку в тексте. Вот если человек заметил ошибку, он считает себя королем, он считает себя прям в большом долгу поиздеваться над редактором. Поэтому, во-первых, нужно учить русский язык, это очень важно. Во-вторых, как я уже говорил, нужно не перегибать ни в ту, ни в другую сторону, вот пытаться как-то соблюдать какие-то нормы не только русского языка, да, нормы какие-то морали, приличия и так далее. И мне кажется, что в социальных медиа крайне важен опыт самих социальных медиа, то есть понимать, что людям нравится, например, в Фейсбуке и почему они приходят в Фейсбук, что людям нравится в Инстаграме, почему люди приходят в Инстаграм, пользоваться этими социальными сетями желательно бы тоже самому, для того, чтобы это понимать. И важно, мне кажется, как в любой работе, любить свою работу, чтобы эта работа доставляла удовольствие. А вот какие передачи и специалисты нужны телеканалу, когда и какие показывать шоу, для кого и зачем, всеми этими и другими стратегическими вопросами ведает главный редактор. Как вы сумели уже убедиться, в производстве телевизионных передач занято большое количество специалистов. Все они знают и любят свое дело. Моя задача – создать условия для того, чтобы все эти люди смогли нормально выполнять свою работу. В задачи главного редактора входит целый спектр различных задач, в том числе определиться, для какой аудитории работает телеканал, и как с этой аудиторией телеканал будет общаться, при помощи каких телевизионных передач и программ. После того, как сетка передач утверждена, необходимо организовать процесс производства телевизионных передач и, конечно же, организовать работу всех тех специалистов, которых вы видели ранее. Мир телевидения очень привлекателен, но для работы на ТВ не обойтись без определенных навыков, знаний и умений. Прежде всего, я хочу порекомендовать вам изучать языки. Чем больше языков вы знаете, тем лучше. Русский, английский, немецкий, французский. Все это дает вам большой диапазон возможностей для того, чтобы делать интервью на родном языке для гостей в студии или на выезде. Конечно же, стоит развивать коммуникационные навыки для того, чтобы вы могли общаться с людьми и доносить до них те цели и задачи, которые необходимы. Ну и, конечно, если вы решите стать главным редактором телеканала, то я очень советую развивать вам системное мышление, для того, чтобы вы могли создавать для себя общую картину, сопоставлять цели, задачи, причины, следствия и, конечно, уметь слушать людей, чтобы выявлять их главные таланты и позволять им развиваться именно в той области, в которой они могут проявить себя лучше всего. Удачи!